Из Омска я двинулся по кратчайшему пути, чтобы переночевать в Петропавловске, а утром двинуться на Курган. Но не учел, что ехать придется по территории другого государства. Снял квартиру в Петропавловске, город такой есть, не Камчатский, а просто Петропавловск. Я думаю, вроде российский город, он не на слуху. Оказывается, это Казахстан, то есть где-то, ну, может быть, километров 30 от границы. Я смотрю, что-то фуры не едут, дорога свободная. Ну, правильно, как они, через Казахстан поедут, что ли, с грузом? Сейчас сзади меня граница с Казахстаном. Там надо страховку сначала оформить тоже, на типа ОСАГО. На 15 дней это 1900 будет стоить. Второй, права должны быть не просроченные. Они у меня фактически просрочены, просто отсрочка на 3 года дана нашим государством. Но Казахстан так не считает. То есть просрочены они будут у меня фактически. Я попаду на серьезную сумму. Там у них даже больше, чем у нас, скажем так. Поэтому придется ехать искать жилье где-то там. В общем, поехали мы назад в Омск. А здесь 400 рублей предоплата будет потеряна. Ну ладно, что же. Это лучше, чем на 40-ку, допустим, попасть, правильно? Нравятся мне такие вот квартиры-то. Они в 1,5 раза дешевле, чем гостиницы эти вот придорожные всякие. И сервис в 3 раза лучше, блин. Тут все есть. Тут даже балкон есть, где курить можно. И всего вот эта квартира 1500. Душевая кабина. Это даже не квартира, это студия. Второй раз мне такая за приемлемую цену попадается. Кровать двухспальная. Тут даже еще один телевизор есть. Доброе утро. Выезжаем из Омска в сторону Тюмени. Здесь сегодня ночевали. Квартира хорошая, недорогая. Есть дешевле, наверное, но я не видел. Остановились с Олегом. Олег смолит. Вот Западная Сибирь, где-то примерно направление Тюмени, не доезжаем, может быть, километров 250 до Тюмени. В общем, злаки выращивают в Сибири. Овес, по-моему. Ну а если тайга, тут то вот такая. Осины, березы. Западно-сибирская тайга. Ну, болото попадается там. Просто болото, болото, болото. Камыши. Так засеивают, что возможно. Такая студия. После того шикардоса, в котором мы жили, такое убожество нам досталось. Но это еще нормально. Это душ. Это туалет. И все. Тут ничего больше нет. Город Тюмень. Телевизор даже какой-то. Тюмень с утра вся в дожде и в пробках.
в центр я не поеду, к памятнику Ленина, потому что там гигантская пробка. А вот это центр Челябинска. Сталинская архитектура такая. Центральная площадь. Памятник Ленина. Такой достаточно массивный. Один из самых больших, который я видел. Там фонтан. Первые там 5 дней. Такой фонтанчик. Если мы переночевали в студии за 2000, по-моему, 200, что ли. Ну, точно посмотрю, обозначу. Вид с балкона такой вот. Ну, во двор вроде. Да, во двор. Нет, на улицу. Хорошая, уютненькая студия. В общем-то, недорого. Для кого как, конечно. Все чисто, никакой плесени. Сейчас едем на озеро Тургаяк, и там другой дорогой. Не по трассе поедем, М5, по-моему, а по другой дороге. По горной, скорее всего. Ехали на озеро Тургаяк. Я на нем уже был в 21 году, по-моему. Это 4 года назад. Или в 20-м. Я тогда на Южный Урал ездил. Тоже на машине, только на другой. Я был немного в другой стране. Ну, тут какой-то типа базы отдыха, что-то такое. Столики, беседочки. Пирс.
Я был, наверное, на другой стороне. Вот там я был. Там. А сейчас я расскажу историю Олега. Пока что не буду корчить из себя Достоевского и вдаваться в социально-психологические аспекты, осуждать правительство, людей и Путина. Просто изложу, как я понял ситуацию, и прибавлю к этому свои соображения. Жил он себе, жил в селе Н Чувашской республики. И тут наступила пора оформлять пенсию. И послали его за трудовой, чтобы ее начислить. И оказалось, что трудовая-то у него находится в городе Красноярск, где он работал еще в 90-е. Туда он за ней и поехал. Предварительно его бы, конечно, толково проконсультировать, но таковых людей рядом почему-то не нашлось. А сам он и не искал. А может, просто не слушал никого. Во-первых, стаж трудовой у него всего год. И с таким стажем ни о какой пенсии по старости и речи быть не может. Если только об социальной. Но до нее еще 5 лет ему надо дожить. То есть смысла не было ехать за трудовой. Во-вторых, того предприятия под названием Сибатом, где он работал больше 30 лет назад, нет уже и в помине. По крайней мере, в интернете я его не нашел. И где его трудовая, и если она вообще, неизвестно. То есть поехал он, по факту, на деревню к дедушке. Ну и еще один немаловажный, а может быть даже ключевой момент. Есть у него мама престарелая. Там какое-то наследство маячит. И наследники он и сестра. Как он сказал, сестра профинансировала эту поездку в Красноярск в один конец. И денег немного дала на еду. Ни связи, ни аварийных каких-то ресурсов не обеспечила. Несмотря на его, в общем, не лучшее физическое, да и умственное состояние. Уж с умыслом ли это было сделано, не мне судить. Ведь работает она учителем. Значит, интеллектуальное развитие у нее на определенном уровне должно быть. И изначальная бесполезность этой поездки для нее должна быть очевидна. В итоге небольшие деньги у него быстро кончились. И он потенциальный бомж. Коим я его и застал. Хотя сам он был уверен, что на обратный путь себе заработает. Но реальное его положение говорило об обратном. Единственный сейчас для него выход – это оформлять инвалидность. А теперь немного поиграю в Достоевского и порассуждаю о высоких материях с морально-нравственной, так сказать, точки зрения. Я поначалу счел, что человеку срочно нужна помощь, хотя явного запроса с его стороны не было.
да он меня и не видел. И, конечно, всех нюансов его ситуации я знать не мог. Просто дал ему еды и обеспечил ночлег. Затем я попытался, насколько смог, вникнуть в суть проблемы. И понял, что бросить все так просто я не могу. И нужно довести его хотя бы до Красноярска. Да и будет больше времени получить информацию, узнать лучше человека и осмыслить ситуацию. А там уже видно будет, поеду ли я в Хакасию или по направлению к дому. В Красноярске в итоге я предоставил ему выбор. Или он едет со мной до дома за мой счет, но тогда я авторитарный хозяин положения. Или остается решать сам свои вопросы. Понятно, что он выбрал первое. И за время дальнейшей поездки, в общем, проблем с ним не было. Небольшие материальные издержки и некоторую свою личную несвободу я не считаю. Но сделал ли я благо во вселенском масштабе, одному Богу известно. Я же не знаю, может, от него полчувашии стонало и перекрестилось, когда он уехал. А я, благородный такой, решил вернуть все на свое место. То есть, образно говоря, спасая одного, облег на страдания целый народ. Вот, поди пойми. Заехали поесть вот в эту столовую. На двоих 999 рублей. В столовой сразу после перевала на трассе Челябинск-Уфа. То есть это последний перевал был. Вот так вот столовый выглядит. Ну, есть можно, но, честно говоря, мне показалось, солянка чуть подкисшая. Ну и дороговато. В общем-то, предосенний уже Урал. Карта памяти у меня кончилась, поэтому я в пути не могу снимать. Очищать надо. Это, конечно, не самый лучший пейзаж, который здесь был. И все-таки столовая это был не последний перевал. Далеко. Еще перевала 3 проехали, наверное. Это вот Башкирия такая горная. Дальнейшую дорогу за Уралом, да и текущие дорожные остановки я больше не снимал. Вследствие, как мне кажется, обыденности ландшафта европейской части России. Да и усталость от пути, честно говоря, давала о себе знать. Хотелось уже домой. Была у нас еще одна ночевка в башкирском городке Октябрьский. Попалась хорошая студия по недорогой цене. Олега я довез до дома и приехал к себе уже поздно ночью. Возвращаться домой после таких путешествий – это отдельный вид удовольствия. Расскажу немного о машине. Для меня изначально основными критериями для выбора были полный привод, механическая коробка передач, хороший клиренс, пробег до 50 тысяч, экономичность, трансформация сидений в пол для ночлега в пути, адекватная стоимость, мощность двигателя, скорость, вместимость, комплектация салона, цвет и понтовитость были на втором плане. Сначала хотел Suzuki Solio, но она мне показалась низковатой.
а с проставками заморачиваться не хотелось, чтобы не сбивать заводские установки. Потом рассматривал Honda Freed, но на полный привод не хватило денег, а кредиты я не беру. Да и клиренс у нее тоже недостаточный, пришлось бы проставлять. И сиденья в пол, хоть и раскладываются, но длина спального места получается всего 175 сантиметров, что для меня явно недостаточно. Пришлось бы спать по диагонали. Стоит заметить, что Япония – страна переднеприводных авто, и полноприводных на аукционах всего около 25%. Прибавить к этому резко возросший спрос из России, где полный привод котируется всегда, и получаем достаточно высокую цену на аукционах. В общем, по моим запросам и финансам я потянул только на кайкары. То есть это неполноценный автомобиль с двигателем 0,6 кубических сантиметров. Сначала наблюдал за Daihatsu Taft, но здесь кошелек мой оказался тонковат для приличного экземпляра. Выбор пал на Suzuki Hustler, к которому тоже присматривался. Были разные модификации и комплектации, турбодвижки и мягкие гибриды, топовые комплектации и оригинальные расцветки, но все с автоматической коробкой передач или передним приводом, что меня не устраивало. Полный привод и механика были только на самой простой комплектации и с атмосферным движком. И как оказалось, это редкость в Японии. Я пропустил примерно 2 недели ежедневных торгов, пока не увидел приемлемый вариант с минимальным пробегом около 14 тысяч. Решил торговать до последнего, и цена по завершению торга оказалась 960 тысяч под ключ во Владивостоке. По факту, далеко не я один за такой машиной охотился. Короче, забрал, сел, поехал. Поначалу с непривычки мне не понравилось. Потом адаптировался и почувствовал все преимущества. Во-первых, расход топлива без багажника на крыше 4,7 литра на 100. С багажником вырос до 5,3. Во-вторых, в потоке держится хорошо. Кому надо, обгоняют. Фуры тоже постепенно научился объезжать. С правым рулем, конечно, приноровиться надо. В-третьих, по городам просто отлично. Маленькая, юркая, хорошо управляемая. Паркуется в любой дыре. В-четвертых, легко трансформировать сиденье, чтобы спать в полный рост, даже с запасом. Для меня это большой плюс. Пятое. Полный привод в сочетании с неплохим клиренсом 18 мм и легкостью позволяет легко выезжать с заснеженных стоянок и уверенно двигаться по несложному бездорожью. Выталкивал ее этой зимой даже в одиночку как-то. Теперь минусы. Маломощный движок, всего 52 лошадиных силы, но приспосабливаешься. Например, в перевалах в подъемы приходится набирать обороты и понижать скорость порой даже до 2. Слабая подвеска, пробивается на кочках, поэтому кажется жесткой. В-третьих, все же это не внедорожник, просто чуть проходимее за счет легкости и полного привода. В-четвертых, при полной загрузке пассажирами 4 человека
Места для багажа в салоне остается очень мало. Ну и пятое. Отсутствие всех блокировок делает немаленькой вероятность при неровном ландшафте поймать так называемый крест. То есть, когда крутится только, например, правое переднее и левое заднее колесо. Или наоборот. Но в общем, этой машиной я доволен по той цене, за которую ее приобрел. Намереваюсь в этом году проехать на ней ориентировочно через Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию и вернуться примерно через Тыву и Хакасию. Теоретически сейчас исследую маршрут и прилегающие территории. Но это, конечно, как Бог даст. В этот раз я проехал 12 500 километров и потратил на бензин 41 300 рублей. При средней цене бензина 63 рубля за литр расход составил примерно 5,2 литра на 100 километров. Дороги на всем протяжении пути преимущественно в хорошем состоянии или ремонтируются. Откровенно разбитых я не встречал. Обзор этого путешествия я завершаю. До новых встреч, друзья!